Мирные протесты против избрания Трампа президентом США переросли в беспорядки. В ночь на пятницу в Портленде, штат Орегон, на улицы вышли около 4000 человек. Наиболее агрессивные вскоре стали бросать камни в полицейских, крушить витрины и машины, поджигать мусорные баки. Другие демонстранты пытались их остановить, что лишь привело к столкновениям. Полиция попыталась разогнать протестующих, а в толпу полетели шашки со слезоточивым газом и резиновые пули. Арестованы более 20 человек. В Окленде сотни демонстрантов перекрыли крупную автомагистраль. В Денвере, штат Колорадо, в протестах приняли участие около 3000 человек. Лозунги «Трампа на свалку» и «Трамп, уходи» звучали и на улицах Чикаго. В Нью-Йорке сотни человек пришли к Трамп-Тауэр, а в Вашингтоне – к отелю «Трамп Интернешнл». Больше всего недовольства там вызвало обещание Трампа выслать из страны 11 миллионов нелегальных мигрантов. Мои ученики из иммигрантских семей сбиты с толку. Они задают мне один и тот же вопрос. Меня депортируют? Во всех классах один и тот же вопрос. Что мы им ответим? Почему? Потому что любовь побеждает ненависть. Сам Трамп назвал участников митингов профессиональными протестующими, раззадоренными СМИ, а позже заявил, что рад тому, что они так страстно ратуют за судьбу страны. Тем временем республиканская партия призвала демонстрантов дать избранному президенту шанс. При этом уличные протесты не единственная проблема миллиардера. Суд Калифорнии отказался откладывать рассмотрение иска к университету Трампа, закрывшемуся в 2010 году. Его бывшие студенты обвиняют онлайн-вуз в мошенничестве. Они заплатили деньги, а учили их якобы непрофессионалы, даже бывшая продавщица украшений. Пора начать слушание. Наши клиенты ждали 6,5 лет. При этом многие из них в преклонном возрасте. Тем временем в интернете набирает популярность призыв к выборщикам переголосовать за Клинтон. Авторы обращения отмечают, за бывшего госсекретаря проголосовало большее число избирателей. Петицию подписали уже более 2 миллионов человек. Екатерина Бучнева. Настоящее время.